Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко некоторые его темы. Пилотный проект. В Сосногорском и Карткировском районах готовятся к заключению первых семейных контрактов. Региональная программа. В доме номер 26А в 6-м микрорайоне появились новые лифты. Золотой запас. Выпускникам школ вручили медали за успехи в учебе. Футбольные поля рядом с 3-й Сосногорской школой готовы принять спортсменов в обновленном виде. Ремонтные работы на объектах были проведены в рамках региональной программы «Народный бюджет». В ходе ремонтных работ были восстановлены ограждающие конструкции по периметру футбольных полей, заменены навесы над скамейками запасных и покрашены все металлические конструкции. Работы выполнены в срок, качественно, и поля, на мой взгляд, преобразились, и видно, что они выглядят совершенно по-другому. Здесь любимое место отдыха наших горожан, детей, которые играют в футбол. Я думаю, оно будет еще более востребованным. Уже скоро на полях снова начнутся футбольные баталии, и футболисты различных возрастов будут вновь бороться за звание сильнейших. Все очень красиво, все покрашено, все дыры заделали, все замечательно. Занятия можно проводить. Вот. Ну и вообще считаю, что в Сосногорске у нас самая лучшая материальная база. Многие нам завидуют. Добавлю, что обновление полей еще не завершено. Кроме уже проведенных работ, запланировано приобретение новых сертифицированных футбольных ворот. В Сосногорском районе продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Этим летом ее результаты смогли оценить жильцы дома 26А в 6-м микрорайоне, в каждом подъезде которого были установлены новые лифты. Андрей Калиничев продолжит. Максимальный срок службы, определенный для пассажирских лифтов, составляет 25 лет. Оборудование, установленное в доме 26А в 6-м микрорайоне, свой ресурс уже выработало. Заменить его на новое помогла региональная программа капитального ремонта. Нового поколения с частотным преобразователем плавного пуска и торможения, с индикацией этажности как в кабине лифта, так и на основной площадке первого этажа. Оборудован также фотореверсом, то есть закрытие дверей, если есть препятствие, коляска, нога или что-то, зажима не будет. Лифты изготовлены Карачаровским механическим заводом и соответствуют всем современным требованиям. Для нештатных ситуаций предусмотрена двухсторонняя связь с диспетчером. Диспетчер, здравствуйте, это механики, проверка связи. Здравствуйте, механики. 6-й микрорайон, 25, 4-й подъезд. Я вас хорошо слышу. Двусторонняя связь – это, естественно, новые наши требования безопасности, кабина оборудована двусторонней связью с аварийной службой, круглосуточная. Кнопочка с ярко выделенным желтым стикером колокольчика. При нажатии вы связываетесь с диспетчером, который находится в Ухте, и объясняете проблему. Либо вы застряли, либо вам не нравится работа лифта, и можете напрямую диспетчеру высказать свои пожелания. Всего в этом году по региональной программе ремонтные работы будут проведены в 13 домах в Сосногорске и Нижнем Одессе. Это замена лифтов, ремонт кровли и внутридомовых инженерных сетей, а также систем электроснабжения. Стоит отметить, что изначально в список входили только 4 дома, но его удалось значительно расширить. Увеличить удалось как раз за счет увеличения взноса на капитальный ремонт до 7 рублей 59 копеек. То есть, соответственно, увеличился сбор. Мы смогли включить дополнительные дома. Ну и, соответственно, большее количество видов работ в этом году будет проведено. Региональная программа продолжает набирать обороты. Так, в прошлом году в Сосногорском районе было отремонтировано 11 многоквартирных домов. При этом важно помнить, что выполнение работ напрямую зависит от взносов жителей муниципалитета. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
В Сосногорском и Карткировском районах готовятся к заключению первых семейных контрактов. Новая мера социальной поддержки малоимущих граждан будет действовать в этом году только в 2 муниципалитетах. В качестве эксперимента, но потенциально затрагивает интересы сразу 53 тысяч человек. Суть в том, что заключенное с органом соцзащиты соглашение подразумевает не просто получение пособия, но и ответные действия со стороны получателя денег. Какие, знает Ольга Ладыгина. Сейчас в республике 16,5 тысяч малоимущих семей. Повышать их благополучие будут при помощи социального контракта. Важное условие – супруги с детьми не должны состоять на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Возможности для семей на самом деле открываются значительные, потому что мы в первую очередь пытаемся действительно побороть как таковую бедность, то есть дать семье деньги на основании договора ее с государством, и все практически возможные и доступные способы ее выхода из бедности, а их в нашем универсальном перечне мероприятий более 30, мы все поддерживаем. Контракт будут заключать на полгода и выплачивать семье ежемесячное пособие на каждого ребенка по 5000 рублей. Еще 1500 получит каждый родитель. Таким образом, как это чаще всего бывает, полная семья с 2 детьми будет получать 13 тысяч рублей в месяц. В нагрузку – обязательства со стороны получателей. Взрослым будет предложено либо трудоустроиться, либо пройти переобучение с этой же целью. Государство же поможет и определить ребенка в детский сад. Меры могут быть совершенно разными. Главное, чтобы они помогли решить основную задачу – повысить доходы семьи. Эксперимент только в этом году в 2 районах – Сосногорском и Карткировском – обойдется почти в 95 миллионов рублей. Республика Коми в числе первых регионов, которые приступили к исполнению задач по снижению уровня бедности посредством социальных контрактов, озвученных в послании президента. Работа в этом ключе ведется адресно с акцентом на семью. Семейный контракт – это эксперимент, разработанный в Республике Коми, который будет проводиться впервые в России. При разработке семейного социального контракта использовался многолетний опыт предоставления в Коми государственной социальной помощи на основании социального контракта, а также международный опыт и полномасштабные исследования научно-исследовательского финансового института. Обычно население встречает подобные инициативы настороженно, опасаясь повышенных требований и просто не справится. В региональном министерстве труда говорят, что не будут запрашивать сверхстрогую отчетность и исполнительность, ведь это сегодня эксперимент для всех. Муниципалитеты, в свою очередь, готовы к большой разъяснительной работе. И лишь первые итоги покажут, насколько принятый курс был верным. В случае успешного опыта программа будет применяться уже на территории всего региона. Ольга Ладыгина, Олег Костромин, телеканал Юрган, специально для Вестей Тимана. На этой неделе в администрации Сосногорского района состоялась церемония вручения медалей за успехи в учебе выпускникам школ. Из рук главы муниципалитета ребята получили аттестаты о среднем образовании и стипендии главы района. 12 серебряных и 16 золотых. Таков итог этого года для муниципалитета в целом и 11 лет обучения в школе для выпускников. Вчерашних школьников ждут сотни новых дорог и открытий. Через несколько лет они станут инженерами, педагогами, врачами, архитекторами и экономистами. А пока это самые лучшие и активные выпускники. Позади у вас годы школьной жизни, наполненные экзаменационными волнениями, радостными победами, удивительными открытиями и светлыми надеждами. Вы стоите на пороге серьезных и ответственных решений. И пусть ваша самостоятельная, теперь уже совсем взрослая жизнь будет насыщенной и плодотворной, а ваша энергия и талант послужат на благо нашего любимого района. Удачи вам, счастья и успехов во всех ваших начинаниях. На церемонию награждения выпускники пришли со своими родителями, которые с нетерпением спешили выразить слова благодарности всем собравшимся. В этот день их особо переполняло чувство гордости. Уважаемые директоры, учителя, мы безмерно благодарны вам за огромный вклад в судьбу каждого нашего ребенка. Спасибо за то, что помогли пройти самый главный отрезок жизненного пути – это учеба в школе. Теперь уже жизнь будет ставить им оценки.
Ответное слово взяли и виновники торжества, поблагодарив всех тех, кто принимал участие в их жизни. Уважаемые учителя, директора, дорогие родители и выпускники, несомненно, для всех выпускников, присутствующих в этом зале, сегодняшний день запомнится навсегда. Мы удостоились права находиться здесь, среди лучших, и для нас это большая честь. Приятно осознавать, что наш труд не остался незамеченным. Ольга Малькова закончила Нижнеодесскую школу. Сейчас готовится к поступлению в вуз. В будущем хочет стать следователем. Поделилась девушка и секретом хорошей учебы. По ее мнению, главное – усердно трудиться и быть уверенным в себе. Родители воспитывали с 1 класса, учили, заставляли. Поначалу трудно было писать по кальке, читать заставляли. Потом привыкли, и все, и пошло-поехало. Труды учителей и родителей совместные. А вот выпускник первой Сосногорской школы Игорь Сметанин серьезно настроен связать свою жизнь с медициной. Отучиться хорошо в меди, выбрать направление именно медицинское, узкое направление. Буду напрямую людям помогать, не через кого-то, а благое дело делать. В этот день в зале звучали не только теплые слова. Сосногорские артисты подготовили и музыкальные подарки. А завершилось мероприятие традиционным общим фото на память. Елена Двожик, Влада Гришаева, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Как оживить книгу, знают в библиотеке имени Якова Рочева. Именно там для ребят прошло мероприятие «Живая книга. Театральные подмостки», посвященное Году театра в России. Связь театра с книгой ребята, что называется, почувствовали на себе. 2 площадки и книжная выставка предложили юным сосногорцам выбрать героя, костюм и, конечно, книгу, в которой этот герой встречается, а затем разыграть сценку или прочитать отрывок произведения. С какой целью проводим? Чтобы в летнее время дети провели с пользой. То есть не только развлекались, не только гуляли, но и вспоминали свои любимые книги, которые они уже читали в детстве. Начали читать новые книги, знакомились с новыми героями, с новыми персонажами. Дошкольники и школьники к выбору подошли серьезно. 8-классник Егор Левочкин специально пришел, чтобы познакомить ребят с любимой книгой детства. Это книга «Крокодила» Корнея Ивановича Чуковского. Эта книга моя любимая, так как я помню в детстве, когда мы еще жили на старой квартире, мне мама только эту книгу и читала, Читал вообще Корнея Чуковского очень много. Корней Чуковский и Пушкин – это 2 первых моих писателя, с которыми я знакомился в своем детстве. По словам Егора, каждая книга может научить чему-то ребенка. Не зря ведь в народе говорят: сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Пример. Книга «Тараканище». Казалось бы, простая книга, но на самом деле она учит тому, что не следует поддаваться пропаганде. Всегда следует смотреть собственными глазами и иметь собственное мнение. К слову сказать, все лето в библиотеке имени Якова Рочева детям и подросткам есть чем заняться. Им предлагаются различные настольные игры, беседы, мастер-классы и конкурсы. В этом году ребятам вновь предлагается принять участие в конкурсе творческих предпочтений «Библиотека ищет таланты». Прием заявок уже начался. Члены группы здоровья приняли участие в соревнованиях по дартсу, посвященных Дню молодежи. Состязались спортсмены в стенах Сосногорского физкультурно-оздоровительного комплекса. Подробнее в нашем материале. Уже 10 лет группа здоровья спортивного комплекса «Химик» объединяет горожан, которые заботятся о своей физической форме и стремятся развивать в себе новые навыки. Несмотря на возраст или проблемы со здоровьем, они не отказываются от дружбы со спортом. Я нахожу 2 раза в неделю, занимаюсь шашками, домино, дартсом. Тут очень интересно, потому что тут очень много моих знакомых и друзей, и с ними очень быстро, незаметно пролетает время. Иногда занимаюсь фоком, дартсом, и бочей и всякое так далее. Позитивное здоровье, увлечение.
Поддерживать форму членам клуба здоровья помогают интеллектуальные и подвижные виды спорта, в том числе и дартс. Как отмечают специалисты, эта игра развивает координацию движений, глазомер и точность броска, а также не дает застаиваться организму и развивает мышцы. Моторика, движение для людей с ограниченными возможностями, особенно развитие как-то, точность. Соревнования по дартсу среди членов клуба здоровья не только были посвящены Дню молодежи, но и открыли череду спортивных мероприятий, приуроченных к празднику. Как отметил главный судья соревнований Сергей Ларионов, основной задачей состязаний было объединить молодых сосногорцев с ограниченными возможностями здоровья и приобщить их к занятию спортивными дисциплинами. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В последние выходные июня территория попадет под влияние циклона с центральных районов России. Он принесет дождливую и ветреную погоду. В субботу пройдут дожди, местами сильные, при порывах ветра до 12-17 метров в секунду. Также прогнозируются грозы. Южный ветер сгладит температурные контрасты по территории. По ночам ожидается в пределах 9-15 градусов. Но дневной прогрев будет уменьшать плотная облачность и дожди. В воскресенье в большинстве районов ожидается в пределах 17-22 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Коллектив программы «Вести Тимана Сосногорск» выходит на летние каникулы. О новых событиях города и района мы расскажем вам уже в августе. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.